хотела переждать тоже сделать мастер-класс. Уважаемый оргкомитет, участники 5-го отбора, будьте фестиваля имиджа, по борьбе за ВКОШ построить. Должен судья при участниках соревнований подтягивать. Пора. Вольно. Это правильно. Они меня не слышат, давай я подойду. Возрастные группы. Дим, пока все хорошо. Надо... Здесь хорошо, пока тебя слышу. Мне надо сейчас посмотреть, как мы в миксе будем. Победитель получит медальку. Значит, самые лучшие, значит, спецпризы будут награды. Потом их пригласят уже на сцену. Значит, само мероприятие у нас будет с 12 до 2 часов. Если будет... Дима, мне Васину гитару дай, пожалуйста, в монитор. Еще... Нет. Теперь отпусти. Не, Саша. Раз, два. Тяжело. Так, тогда... Время. 7 раз. Так, Катаев Тимур сделал 7 раз. Сколько тебе лет? 9 лет. Попробовать сделать, понять больше. Готовы? Он нас теплом согреет, заводим себя. Анастасия, значит, она занимается у нас в подростковом клубе «Феникс». Значит, и второй представитель, это у нас город Сыктывкар, значит, представлена у нас Дариной. Значит, попытка у первой спортсменки Кулешова Анастасия. Дается время 30 секунд, надо будет за 30 секунд максимально поднять бревнышко. Готовы? Начали. Семь. 8. 10. 11. 12. 14. 15. 16. Стоп. 30 секунд прошло. Спортсменка сделала 16 раз. Похлопали ей. Значит, ну, видимо, она много раз складывала поленницу, у нее опыт большой. Значит, ну посмотрим, как у нас городская девочка, сколько она сделает раз. Дарина, готова? Начали. Раз. 3. 4. 5. 6. 8. 11. 12. 13. 14. Стоп. Значит, у нас две спортсменки поучаствовали. Первая сколько, Саша, сделала? 16 раз. Дарина сделала 14. Значит, ну, уважаемые, 30 секунд сделать. Но она немножко меньше. Ей тогда дадим, Саша, может быть, поменьше. Он тяжелый, поменьше. Хорошо. Вес какой? Где-то 8. Кара, папа, я знаю, у тебя из Вильгарта. Да не надо, да? Ну хорошо, тогда снимай обувь, давай заходи на ковер. Или попозже ты раскусишь. Одинцова. Катерина Одинцова, город Сыктывкар. Давай, Кать, попробуй. Саша, на подстраховку.
Молодец, хорошо. Так, тогда сделаем так. Ей дается время 10 секунд. И если она сделает большее количество раз больше, чем 5, значит, она в своем возрасте будет победителем. Она, скорее всего, помладше, она получит приз. Девочки, если кто-то хочет выйти с ней посостязаться, давайте. Давай. 10 секунд. Начали. Начали. Раз, хорошо. 2, 3, 4, давай, еще один раз. 5, молодец, есть. Точно, нормативчик она выполнила. Молодец, Катя. Значит, ну, Катя, если у тебя сейчас никто из соперников не выходит, мы тебя тогда награждаем и даем тебе медальку за поднятие тяжести. Значит, в Сыктывкаре у нас есть девочки, которые в случае чего могут и поленницу сложить, если надо будет, да, помочь бабушке и дедушке. Так, Катя, иди сюда. Значит, вручаем тебе за твое участие, за смелость. Молодец. Что сделаешь? Начали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, стоп, 20, 21, 21 раз. Значит, теперь считаем просто один раз делать спокойненько. Хорошо, раз, хорошо. Приготовились. Начали. Время. Сколько? 22. Ну вот смотрите, здесь упражнение скоростное, и на один раз сделал больше Марутин Владислав. Значит, и кто хочет бросить вызов ребятам 15-16 лет, желающие поучаствовать, ребята 15-16 лет, выходим, ваша попытка. 15-16 лет, ребят, давайте выходим, поучаствуйте. Леша выходит, да? Давай, Алексей, выходи. Поднять, при этом не бросая. Готовы? Начали. 1, 2, 3. Раз. Ну что, у нас есть 3 представителя. Значит, ну давайте пригласим Марохин Алексей, Марохин Владислав и Рубцов Артем. Давайте, у нас есть медали для вас. 3 наградим. В группе 15-16 лет у нас определились 3 победителя. Значит, если они между собой это все определили, первое место у нас занимает Марохин Владислав, город Сыктывкар. Похлопали ему. Занимает Рубцов Артем, село Вюльберг, Сыктывдинский район, похлопали ему. Место занимает Марохин Алексей, город Сыктывкар. Похлопали ребятам. Молодцы, ребята. Поднятие бревнышка. Значит, лучший результат у нас у Анастасии. Она подняла 22. И сколько? Анастасия сколько раз подняла? 16 раз подняла. Так, а Дарина сколько раз подняла? 14. Хорошо. Похлопали участницы. Молодцы, девочки. Хорошо. Так, выходите сюда. Егор и Максим, сюда выйдите. Аккуратно по татами выходите. Хорошо, встаньте. Значит, а сейчас обувь снимите. Обувь снимите. Тоже обувь снимай.
Значит, один из элементов коми-состязания — это борьба на пальцах. Значит, этот элемент очень простенький. Значит, сейчас Саша... Зайдите. Так, вы идите на серединку. Значит, сейчас Саша объяснит, Александр Андреевич объяснит правила. Значит, борьбы на пальцах. Ну, вкратце. Значит, надо стать друг против друга. Значит, взять средним пальцем соперника и перетянуть. Перетянуть на свою сторону, но при этом палец не отпустить. Но обязательный элемент — нельзя крутить пальцы. То есть, если кто крутит пальцы, руку того снимает соревнования. Побеждает тот, кто перетянет пальчиком соперника. Вот мы определяем среди троих самого сильного. Если еще этот возраст, ребята, есть кто-то поучаствовать, давайте тоже, приходите. Выходите, выходите. Команда на каком языке? Видишь? И кто кого перетянет. Упорная борьба идет. Ну кто же сильнее? Есть! Хорошо, у нас один определился победитель. Ситуация была спорная, поэтому судья говорит на ковре, что надо еще на второй руки попробовать перетянуть. Давайте посмотрим, кто же будет сильнее. Егор и Максим. Давай, начали. Победитель региона у нас это Егор или Максим? Максим. Максим победитель. Так, ну что, давайте. Значит, у нас Семен Рубцов, представитель села Вильгард. А Максим откуда? Из Сыктывкара. Значит, тоже сильнее. Сыктывкарец или спортсмен из Вильгарда. Давайте болеем за своих. Так, ну вот победитель у нас Рубцов Семен. Ну ничего страшного. Значит, у нас в борьбе на пальцах, Саш, построй, определились победители. Стоп. 15 раз. 13 раз, да? Ну что, у нас определились 12 лет дети. 11 выходи, Миша. Так, значит, еще раз. Так, готовы? Начали. Поднятие бревнышка конкурс. Кто же лучший будет из ребят до 12 лет? Стоп. 14 сделал, да? Так, ну что, приглашаем ребят. Значит, заходим на ковер. Но если кто-то есть до 12 лет, ребята, еще попытаться. Включительно 12 лет. 12 лет? Ну, хороший мальчик, выходи, если тебе 12 лет. Богатыри есть у нас в городе Сыктывкаре. Давайте посмотрим, сколько раз он сделает. Тебя как зовут? Максим. Выходи, Максим, давай пробный раз один. Хорошо. Так, приготовились. Начали. Давай. 14.
Сколько? 12. Так, ребята, участники, значит, выходим на награждение. Так, выходим, снимаем обувь. Еще есть участники желающие. До 12 лет, ребята, кто есть еще? Ребята до 12 лет. Поднять бревнышко. Бревнышко поднимешь. Выходи, выходи, давай попробуй. Судья, если тебе разрешит, значит будешь участвовать. Ай-яй-яй. Так, все, ну что, допускаем? Допускаем, начали. Молодец, молодец. Один раз есть, молодец, молодец. Поднять бревнышко, поднять. Есть 3 раза, время. Молодец. 3 раза. Так, еще есть желающие? 12 лет, ребята, поучаствовать в поднятии бревнышка. Богдан, попробуешь? Давай, выходи. Если соперники сделали, скажем, одинаковое количество раз, значит, определяем по другому упражнению. Значит, упражнение борьба на пальцах. Существует борьба на ногах, борьба на пальцах. И вот здесь определяется сильнейший. Так, смотрим, кто же перетянет. Значит, Михаил, представитель города Сыктывкара. Богдан, у нас Максаков. Задача или перетянуть. Кто же лучше? Богдан или Михаил? Определяется первое место. Есть. Михаил лучше, лучше. Так, за первое место награждается Михаил, город Сыктывкар. За второе место награждается Калинин Богдан, Максаковка. За третье место награждается Ереминов Максим. И за третье место также, еще одного награждаем. Так, как зовут? Награждаем Ярика. Ярослава. Так, похлопали участникам, победителям. Ребят, надо большее количество раз поднять бревнышко. Побеждает тот, кто больше поднимает. У нас 2 претендента уже есть. На первое, второе место это Анастасия и Дарина. Настя сколько раз делала? 16. А Дарина сделала 14. Так, сейчас у нас выступает кто? Так, как зовут девушку? Девушка, как вас зовут? Настя. Ты откуда у нас? Уже сделали 16 раз и 14 раз. Тебе дается 30 секунд. Понятно? И тебе надо поднять бревнышко больше, чем 16 или 14. Тогда у тебя будет первое место. Хотя бы один раз попробуй сначала. Так, ну что? Готово? Дается 30 секунд. Возьмись. Начали. Раз. Легкое бревнышко. Он поедет к бабушке и будет помогать. Время 30 секунд прошло. Сколько? 14 раз. Ну, у двоих уже второй результат 14 раз. Так, а эту девушку у нас как зовут? Регина. Регина, ты откуда у нас? Регина из Сыктывкара. Поприветствовали участницу. Попробуй, подними. Так. Ну то, что ее надо к бабушке отправить, чтобы она там подкормила ее. И потом она, наверное, бревнышко-то поднимет. Ну ничего, результат 14 раз. Значит, сейчас мы определяем победителя. Кто же в борьбе на пальцах перетянет соперника? Кто же лучший? Кто в бабушке поедет в деревню? Кто будет помогать лучше? Подрадываем, пробегает мастер! Подрадываем, пробегает Елена Карабулина!
победила. Так, ну что, еще, да. Так, выходим на награждение, выходим, девочки. Говорили, что надо еще и с левой руки побороться на пальцах. Так. Девочка у нас из Сыктывкара, и вторая представительница у нас из Усть-Уломского района. Но здесь, нет, палец отпустила. Кто отпускает палец, тот проиграл или перетянул. Так, постройтесь для награждения. Поболеем за участниц. Пальчик не отпусти, не перетянуть соперницу, перетянуть. Так, определили. В борьбе на пальцах. Попробуйте немножко. Теперь будет... Правила борьбы на ногах. Соперницы ложатся друг к другу, значит, обхватывают руками, значит, поднимают одну из ног поднимают, одну, и цепляется. Задача перетянуть соперницу на свою сторону, но не распускать ножки. Ноги не отпускайте. Готовы? Хорошо. У нас одна девочка победила в борьбе на пальцах, а одна победила в борьбе на ножках. Саша, я предлагаю еще одно коми-состязание какое-то. А? Давайте борьбу на ладошках. Значит, борьба на ладошках. Задача встать друг против друга, упереться ладошками и не сделать ни один шаг, вообще не шевельнуться ногой. Пальцами не цепляться, ребята, девочки. Не цепляемся ладошками, кто сделает шаг ногой, тот проиграл. Ни в коем случае не сделать шаг ногой. Так, и определяем сильную победительницу. Не сделать шаг ногой, не сделать ни в коем случае. А кто же победит? Так. Еще вторая попытка. Не сделать шаг ногой, не упасть. Есть, шаг был. Маленький подшаг был. Судья не видел, но хорошо. Так, ну у нас есть еще упражнения. Пусть борются. Можно и бороться. Хорошо, давайте. Еще раз, не сделать шаг ногой, ни в коем случае. Кто же выиграет? Кто хочет быть первым? Кто сильнее? Хорошо, у меня предложение сделать другое упражнение тогда. Стоп. Хорошо. Негнущийся береза может быть. Или что? Сядем. Ножками. У нас еще есть упражнение, это выкорчевывание пня. Но надо взять своеобразный захват. И кто кого перетянет, тот и будет победителем. Кто кого перетянет на свою сторону, кто кого оторвет. Хорошо, смотрим, кто же победит. А кто? Не отпускайте ручки, не отпускайте. 22 а также к нам приедут смешарики из Санкт-Петербурга. Билеты вы можете приобрести сегодня. Сегодня будет дешевле, чем завтра. Там гость пришел еще. Так, ну что, у них ничья. У меня предложение будет наградить. Так, ну девочки у нас постязались в 4 состязаниях. В одном у нас была победительница, в другом другая. В 2 была ничья. Поэтому, так как у них боевая ничья, обоих мы награждаем. Обеих. Вручаем стилизованных мишек. Символ Коми национальной борьбы «Зум и Дождь». Мишка. Похлопали участницам. Это интересно? Да. Ну, нет, я так дзюдо занимаюсь. Уважаемые гости,
Значит, сейчас состоится показательное выступление для спортсменов. ДЮСШ номер 5. Представители ДЮСШ номер 5 были призерами первенства республики в Доме, в городе Башкирия. Ребята, камера немножко подальше для фототипа, для страховки. По поднятию бревна. Руслан у нас на Сколько тебе? 12. А сколько уже занимаешься? У нас Андрей. Андрей у нас из города Сыктывкар. Так, ну кто первый желает? Кто? Ну, какие достижения за этот период? Серебряный призер республики. Доме. Победитель турнира у многих, Так, ну что, республиканских. до 13 лет, значит, напоминаю правила, по состязаниям надо как можно больше. Очень сильный турнир был. Поднять бревна. Мы приехали Так, туда, готовы? да, мы занимались всего год. Готовы? А ребята были, которые 5-6 лет минимум занимаются. И были все такие разрядники хорошие. Вот они молодцы. Он у нас 5-6 стал. Бревнышко легкое. Катаев выиграл у нас, единственный, кто выиграл. Можно много раз поднять, ну, в деревню приехать, цели потом вот у тебя бабушке с дедушкой сделать подарок. Выиграть Россию, там, стать чемпионом. Олимпийским чемпионом. А какие-то есть у тебя образцы для подражания? Там, дзюдо, может быть, других видов спорта? Ну вот, братья Кирилисяны. Это дзюдоисты, да? Да. Да есть 18 раз. У нас 18 раз серьезная заявочка. Так, ну что, Данил, выходи. Моя попытка. Сначала просто один раз попробуй сделать. Екатеринбургского. Хорошо. Так, готовы? Это наш. Начали. Это Хороленко у нас. Хороленко. Захар. Ну, что-то тоже, может, добавишь сюда. Скажи, как тебе нравится, не нравится, где ты участвовал сегодня? Я сегодня участвую в поднятии деревянных гантель. Ну, Потом получил приз медведя. А где медведь? Сувенира. Стоп, У меня время. там лежит. Сколько раз? 16 раз. Ну, хорошая попыточка, хорошая. Ну и смотрим теперь, сколько сделает у нас Андрей. Михаил Гречишников наш уже победитель нашего республиканских турниров, бронзовый призер республики. Что ты наш выиграл? Сегодня выиграл вот поднятие вот этого большого бревна. Первенство выиграл он сегодня. Сколько раз поднял? 14 раз. Поднял, выиграл, он сегодня первое место занял. В общем, молодцы, ребята. Да, здорово. Ой, это вот эти вот, которые сегодня здесь, это ребята, мы с 15 июля занимаем. Стоп. 15 раз. Спортсмены, выходим для награждения. Стоп. 17 раз сделал, ну, 18 раз. Построились участники. Построились. У нас тут только одинаково, да? Так, значит, у нас 18. Значит, двое участников показали одинаковый результат, но у нас полно всяких упражнений, состязаний. И сейчас мы между двумя претендентами за первое место проведем маленькое состязание. Главный судья приглашает спортсменов на середину. Значит, какое упражнение будет? Борьба на пальцах. Два претендента за первое место. Судья на ковре Глуханич Александр определяет, кто же займет упражнение. Перетянуть соперника, не отпустить пальчик. Так, у нас определились победители. Толкнуть соперника. Если хотя бы одна нога выйдет, считается поражение. Пятая точка вышла, поражение. Но если рукой коснулся, еще не будем считать. Значит, или падение на большую часть спины. Кто хочет? Ребята, Тимур, тебе сколько лет? До 9 лет. Ребята, кто желает поучаствовать? Еще шаг вперед сделали, выходим. Сейчас сколько лет? Сколько? 7. Ну 7 мы там найдем соперника, потом позовем. До 9 лет. Будешь участвовать? Сколько тебе лет? 9. 9 лет.
Ну выходи, снимай обувь. Хочешь поучаствовать? Потолкаться, побороться. Только надо лаз одеть. Так, дайте ему лаз, пожалуйста. Вот зайди вот туда. Стой, стой, стой. Стой здесь пока. Так, да, скользко. Одеваем лаз. Смена выходит на середину, значит, и поднимает руки. Согласно мифологии, если в лес медведь приходит и начинает драть дерево, другой медведь приходит, смотрит, ах, какой же тот был высокий медведь, наверное, мне отсюда надо уйти. И так определяется в лесу, кто же сильнее. Ну, это миф. На самом деле медведи бьются за свою территорию. Ну, а здесь ребята выходят и поднимают руки в приветствии, обе руки по команде «Тыш» начинают бороться. Значит, определяем победителя. Значит, победитель должен одержать три схватки подряд. Значит, у нас 3 участника, поэтому определяем за счет выносливости победителя. 3 раза победить и, соответственно, занять первое место. Так, участник сюда. Значит, представляем участников. Ребят, кого называю, шаг вперед. Показали, что это вы. Так, тебя еще раз как зовут? Володя, тебя? Как? Захар. Захар. Так, представляем, Катаев Тимур, город Сыктывкар. Захар, город Сыктывкар. Так, и фамилия у тебя как еще? Вова? Редли. Хорошо, шаг. Молодец, хорошо. Так, ну, главный судья на ковре вызывает самого смелого, кто первый, кто выходит. Так, Катаев Тимур, говорит, я самый смелый. Он выходит, встает на место. Вот у нас специальное место для него, красное. Хорошо. Так, и Захар бросает ему вызов. Ну, ребята, давайте так, подсказочка. Так как немножко скользко было, желательно носочки снять. Скользить будет, сними носочки. Иди сюда, быстрее, быстрее. Очень простые. Бросить на спинку или же вытолкнуть. Так, подняли руки. Звучит команда «Тыш», и спортсмены борются. Кто же лучший? Катаев Тимур, город Сыктывкар, или же Захар? Немножко скользко, но спортсмены находятся в одинаковой ситуации. О, это был бросок хитрый. Значит, и у нас первую победу одержал Тимур. Тимур остается. Хорошо. Выходи, выходи. Так, хорошо. Руки подняли. Вытолкнуть соперника, вытолкнуть. А есть, вытолкнул. Так, ну что, у нас победитель Катаев Тимур. Если он 3-й раз сейчас выиграет, то Тимур будет первым и получит, наверное, очень хороший приз. Тимур и Захар. Стоп. А и правила-то какие у нас? Тимур вышел одной ногой, надо зону удержать. Если вышел, значит можешь проиграть. Но у Тимура еще есть возможность. Вышел. Красиво. Выталкивай, Захар, выталкивай. Вытолкнул, так, хорошо. У Захара есть возможность. Если он сейчас выиграет Тимура еще раз, то Захар будет победителем. Но если Тимур выиграет, есть возможность у него отыграться. Выталкивай. Давай, Тимур, скользим. Так, ножка вышла. Так, останься там. Так, значит, Тимур у нас одержал пока. Надо, ребята, по правилам выиграть 3 раза подряд. 3 раза подряд. На выносливость. Сложно. Но в жизни на селе очень сложно, и только выносливые побеждают. Поэтому вот этот элемент борьбы на выносливость. 2 победы у Тимура. Значит, и 3-я, завершающая, если Тимур сейчас выиграет, значит, он будет победителем. Поприветствовали участников. Да, есть. Красивую технику продемонстрировал у нас Катаев Тимур. Он у нас, откуда он, из Затона? ПГТ Красный Затон, поселок городского типа. Значит, он занимает 1-е место. Похлопали участнику. И сейчас главный судья, значит, по 2-му туру, значит, у нас награждают только лишь 1 участника, потому что он самый сильный. Значит, и ему вручаем
Маленький пояс. Маленький пояс. Значит, почетное звание Зум и Тош. Крепкий медвежок, крепкий медведь. Ошпи у нас, да? Так, вот похлопали. Похлопали. Значит, ребята, снимаем обувь, выходим на ковер туда. Носки сними. Значит, напоминаем правила второго тура. Значит, еще раз, вытолкнуть соперника за ковер или бросить на большую часть спины. Значит, ребята до 13 лет, весовая категория до 40 килограмм. У нас еще один где-то был представитель. Так, еще один есть? 35, значит, пусть выйдет. Выходи, выходи. Представляем участников. Расулов, это представитель города Сыктывкара. Так, Данил, представитель города Сыктывкара. Шейх, тоже у нас из Сыктывкара. И Миша, тоже из города Сыктывкара. Ребята, вот кто-то до 13-40 килограмм хочет, может быть, еще есть возможность, потом ведь больше не будет, выступить вместе с ними. Есть желающие? Хорошо. Напоминаем правила. 3 подряд победы. Значит, кто 3 подряд победы сделал, тот победитель. Так, хорошо, у нас есть первый желающий. Остальные ждут или выходят, бросают вызов. Так, ребята, вы немножко в сторонку сюда отойдите. Миша, Шейх, сюда отойдите, ждите здесь пока. Так, подняли в приветствии. Руки вверх. Звучит команда на каком языке? Тыш. Борьба началась. Один из спортсменов может получить замечание честь, если он будет уходить от борьбы. Напоминаю, вытолкнуть соперника хотя бы одной ногой. Есть. Была продемонстрирована красивая техника бросковая. Бросок сделал Данил. Значит, ему бросает вызов Шейх. Мы посмотрим, кто же лучше. Руки подняли. Выталкивай, есть. Ага, вот это вот пошло. Так, ну сейчас, если третью подряд одержит победу Данил, то все, он будет победителем. Миша, у тебя все в руках. Он 2 схватки уже выиграл. Толкай его, Миша, толкай. Упал сам. Но напоминаем, что надо бросить. Если спортсмен сам падает на спину, это не считается. Но уход от борьбы можно получить замечание честь. Он коснулся первый. Напоминаю, бросок должен быть на спину. Спортсмен получил замечание. Стоп, есть! Вот это вот как раз элемент хитрый. Ну что, значит, у нас определился победитель. Победитель в данной возрастной группе. Ребята, построились. Значит, встали. Победителю вручаем медведя. Значит, он в своей возрастной группе стал первым. Данил. Спортсмен из города Сыктывкара. Поприветствовали, похлопали ему. Хорошо. Ребята, выходим. У нас следующая группа. Так, а в следующем... Честно. Девчонки могут бороться с ребятами. В данном возрасте еще это можно. Миша, туда. Был бросок. Да. Ну, я скажу, что Настя у нас в Куловском районе звездочка, поэтому она выигрывает красивым броском. Но если кто-то хочет вызов бросить, но правила-то у нас какие? Сколько раз надо выиграть? 3 раза. Дарина, есть возможность еще раз побороться. Сразу не прыгай. Хотя бы еще раз. На выносливость. Коми народ выносливый. Посмотрите, 2 схватки подряд выиграть. А еще и 3-ю можно. Так, есть выход. Хорошо, Настя продемонстрировала 2-ю победу. Вы думаете, Дарья слабенькая девочка? Она тоже может вытолкнуть. Вы видите, она тоже сопротивляется. Так что не надо сбрасывать Дарья со счетов. На себя, Дарья, в сторону. На себя и в сторону. Во. Да, интересный поединок получился. 2 победы пока у Насти, и 3-я. Если она ее одержит, то будет 1-й. Да, видно, спортсменки немножко подустали.
И вот здесь характер-то и проявляется. Вот стоп, а вот был выход у Насти. У Насти одной ногой был выход, поэтому одна победа у Дарины. Ой, сложная борьба будет, сложная. Так, опять победа у Насти. Да. Это что-то. Вот смотрите, как спортсменки устали, но никто не хочет сдаваться. Это характер Коми народа. Не иначе. Ушиб небольшой был. Так, ну что, давайте спросим у участницы, будет она бороться или нет. Все хочется. Проиграла, она вышла. Нет, еще никто из них не хочет сдаваться. Характер у спортсменок. Так, молодцы. Давайте похлопаем. Давайте, стоп, Саша, надо дать секунду заправиться. Нормально, заправиться пусть. А спортсмены не могут определить победителя. Значит, борьба на пальцах. Ай, да, вот здесь уже явно победила Настя. Похлопали Насте. Ну и Дарины тоже похлопали, молодцы. Они хорошо сегодня поборолись. Ну что, сюда за награждением. Так, награждаем обоих участниц. Поприветствовали еще раз. Спасибо большое им. Хорошо они показали свою технику, вынос. Ребята, сколько вам лет? Самому старшему? 13. Сколько? 13 лет. Значит, 13 лет. Значит, желающие выйти побороться. Есть? Так, представляем участниц. Значит, у нас представитель города Тольятти. Тебя как зовут? Руслан. Значит, Сергеевский Андрей. Так, и тебя как зовут? Феликс. Значит, ну что, выходим сюда, и главный судья вас будет вызывать. Кого? Первый, кого второй. Звучит команда. Видишь, начало борьбы. Выход коленкой не считается. Уход от борьбы колени. Замечание честь может получить. Стоп, выход. Выход за ковер был. Так, Руслан одержал первую победу. Выходит Андрей. Разворот. Напоминаю, что все находятся в равных условиях. Если немножко скользит из-за дождя, он что ж делать? И вот если третью победу одержит Руслан, он займет первое место. Представитель города Сыктывкара. Есть. Значит, ну что, у нас определился победитель. Так, Руслан, поприветствовали Руслана. Да. Так, ну что, у нас еще есть еще одна группа возрастная. Значит, это группа ветеранов. Значит, Как ты будешь бороться в олимпийском? Нет, аккуратненько это было. Выйди хотя бы. Семенов, давай иди. Так, ну у нас есть ветераны. Отчет. Давай, давай, Значит, у нас проходил кубок по борьбе с зумой дождь по Моздина, и он получал там приз. Давайте поприветствуем, похлопаем его. Значит, он неоднократно участвовал, но здесь у нас немножко, видите, пространство для детей было больше стилизовано, как учебная площадка, так называемая. И постарше мы не будем пока запускать, дабы избежать травм. Так, у нас объявляется 3-минутный перерыв. Дальше мы продолжим. Вклад в развитие Коми национальной борьбы. Благодарственное письмо Агентства Республики Коми по физической культуре и спорту вручается Портнягину Анатолию Ивановичу за личный вклад в развитие Коми национальной борьбы. Благодарственное письмо Агентства Республики Коми по физической культуре и спорту вручается Оплеснину Владимиру Пантелеймоновичу, ветерану спорта, за личный вклад в развитие Коми национальной борьбы.
Благодарственное письмо агентства по физкультуре и спорту вручается Щербакову Руслану Валерьевичу за личный вклад в развитие Коми национальной борьбы. Его нету, да? Благодарственное письмо вручается Каменчику Виталию Станиславовичу за личный вклад в развитие Коми национальной борьбы. Мы сегодня продемонстрировали элементы коми-национальной борьбы, Верхневычегодской национальной борьбы Зум-и-Дож. Значит, второе название еще Вермосем. Вермосем это боремся. Значит, участники продемонстрировали хорошую технику. Организаторы агентства Республики Коми по физической культуре и спорту. Значит, Центр спортивных мероприятий Республики Коми. Огромное им спасибо. Также спасибо ветеранам, которые участвовали в данном мероприятии. Спортсменам из районов республики, которые приехали сюда из Усть-Куломского района, из Сыктывдинского района. Здесь прошло состязание. Даже погода сегодня нам ничего не испортила. Все равно мы провели и все равно мы показали то, что наметили.